Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Производство вакцины «Спутник Ви» к марту может быть увеличено до 15 миллионов доз. Перенесших коронавирус призывают не торопиться с получением вакцины. Минимальная выплата по больничному листу останется в размере МРОД. Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума. 9-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Якутии. Какие компетенции представлены в этом году? Производство российской вакцины «Спутник Ви» к марту может быть увеличено до 15 миллионов доз. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе брифинга о начале массовой вакцинации. В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что ключевым условием перехода к управляемости инфекции является именно массовая вакцинация, в связи с чем необходимо привить как минимум 60% населения страны. В то же время вице-премьер призвала граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию, не торопиться с получением вакцины. Несмотря на то, что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память. Повторно люди заболевают крайне редко. Это единичные случаи, и об этом показывают и свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой. Также россияне смогут записываться на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг. На сайте появится отдельная специализированная форма записи с 31 января. Как сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, запись на вакцинацию через госуслуги и мобильное приложение запущено в тестовом режиме в регионах. Как пояснили в Минцифры, сейчас, чтобы записаться на вакцинацию, на стартовой странице портала необходимо выбрать услугу записи на прием к врачу, либо просто кликнуть по баннеру и сразу попасть на форму сервис. А до 1 февраля в Якутии правительство утвердит план мероприятий и состав организационного комитета по проведению Года здоровья. Такую задачу перед региональным правительством поставил Айсен Николаев. Глава региона подчеркнул, что проведение мероприятий не должно ограничиваться только текущим годом. Год здоровья должен дать старт изменениям в обществе в сторону человекоцентричности. В проектном варианте план мероприятий Года здоровья в Якутии разделен на 4 блока. Это «Здоровый якутянин», «Здоровая Якутия», «Качество среды проживания», «Проактивное общество» и «Медицина и генетика». Вице-премьер Ольга Балабкина отметила, что ключевым результатом проведения Года здоровья определено увеличение продолжительности жизни населения региона до 73 лет. Минимальное пособие по больничному листу останется в размере минимального размера оплаты труда, а все страховые и социальные выплаты будут назначаться проактивно. Законопроект об этом готовят к первому чтению в Госдуме. Как пояснили в фонде соцстрахования, впервые минимум для пособий по больничному установили в прошлом году временными правилами. Однако такой порядок теперь решили сохранить и закрепить законодательно. Планируется, что и впредь рассчитываться выплата будет, исходя из суммы не менее 1 МРОД в месяц, причем с учетом районных коэффициентов. Столичная прокуратура проверила данные об аварийном состоянии многоквартирного дома. Напомним, в 20-х числах июня прошлого года на стене жилого дома по улице Автодорожной образовалась массивная трещина, проходящая от основания двухэтажки до ее крыши. Причиной появления такого опасного для жизни повреждения считают непринятие уполномоченной организацией мер по надлежащему содержанию и ремонту дома. Подробнее об этой проблеме наши корреспонденты готовят материал, мы его покажем в наших следующих выпусках. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни или здоровья потребителя. По уголовному делу ведется следствие, ход расследования находится на контроле прокуратуры.
В прошлом году детская школа искусств города Ленска временно переехала, ожидая строительства нового здания. Пока же в учреждении обучаются около 250 детей на 4 отделениях – музыкальном, хореографическом, художественном и общего эстетического развития. Подробности в следующем сюжете. Старое ветхое деревянное здание школы искусств проработало 40 лет. Сегодня оно снесено. На его прежнем месте в этом году начнется строительство новой ДШИ. Пока же школа искусств переехала во временное помещение в бывшее здание Дома быта Нюргуяна. Здесь специально для этого был проведен капитальный ремонт, на который из бюджета Ленского района выделили более 19 миллионов рублей. Стало более, скажем, конечно, просторнее, да, то есть если мы в старой школе находились в несколько таких стесненных условиях, да, то здесь, в принципе, сами видите, что и площади больше, да, то есть и коридоры шире, и, скажем, с точки зрения какой-то пожарной безопасности, да, как-то более-менее как-то, да, плюс ко всему все-таки каменное здание. Есть каменное здание более такое капитальное, да, массивное, поэтому в этом отношении, конечно, я считаю, что нам повезло. Площадь временной школы искусств 650 квадратных метров. Здесь расположились 19 классов, кабинет директора, учительская, малый зал, а также гардеробная, кладовая, библиотека и пост охраны. Ну а самое главное, что мы находимся в одной плоскости, как я говорю. Если в старом здании мы ходили по ступенькам, передвигались ниже, выше, то здесь мы в одной плоскости. Все преподаватели имеют свои кабинеты. Единственное, конечно, что малый актовый зал. Вот. Но обходимся пока. Так как массовых мероприятий мы не можем проводить согласно вот того, что происходит сейчас у нас. Вот поэтому мы пока обходимся этим залом. На первом этаже занимаются ученики музыкального и фольклорного отделения. Художественное временно расположились на третьем. Здесь все продумано до мелочей. Установлена система видеонаблюдения, новые классы оборудованы всем необходимым. Большие коридоры, которые украшают стенды с работами учеников художественного отделения. Надо сказать, что для каждого из них тут отведено свое крыло. В правом крыле слышны звуки фортепиано, в левом – народных инструментов. Ребята довольны новой школой. Стало просторно, чисто, красиво, все хорошо. Школа раньше была старая была, а сейчас новая, красивая, большая школа. Заниматься здесь приятнее, чем в той прошлой школе было. Музыкальные инструменты – это десятки баянов, аккордеонов, скрипок, более 20 фортепиано, 3 рояля, а также мебель, библиотеку, хозинвентарь перевезли со старого здания. Обновить инструменты запланировано с открытием новой школы, которая предположительно состоится через пару лет. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. 9-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Якутии в очно-дистанционном формате. Соревнования проходят по 20 компетенциям. Это эстетическая косметология, национальная кухня, гончарное дело и другие. Всего свои навыки и умения покажут 1500 участников в 3 возрастных категориях – юниоры, молодые профессионалы и навыки мудрых 50+. В столице республики конкурс пройдет по 9 компетенциям, а в общей сложности по Якутии проведут 136 соревнований. Участвуют 4 человека. Это у нас все студенты Якутского медицинского колледжа. Они выступают 2 дня. У нас уход за лицом, маникюр, педикюр имеется, да, и выполняют архитектуру бровей и лимфодренажный массаж, уход за телом идет. СПА-уход за телом идет у нас, да, и всего продолжительность продолжается чемпионат 12 часов 30 минут. Чемпионат «Молодые профессионалы» накануне стартовал и в Нерюнгри на базе Южно-Якутского технологического колледжа. Соревнования проходят по 4 компетенциям. За началом конкурса наблюдала Екатерина Павлова. В этом году Южно-Якутский технологический колледж принимает у себя на региональном этапе 39 конкурсантов. Категории участников – 2 – юниоры и молодые профессионалы. Количество участников уменьшилось именно на юниорах. На юниорах у нас обычно до 10 участников. И когда мы делаем застройку конкурсной площадки, именно по юниорам мы делаем 10 человек, потому что школ очень много. Но вот в связи с пандемией, я думаю, тоже она сыграла свою роль. У нас многие участники отказались. Первоначально на
этой компетенции заявлены были 12 человек. И они, трое, получается, из нашего улуса, Нерюнгринского района, да, и остальные приезжие. И так как сейчас, во-первых, климатические условия такие сложные, ребята несовершеннолетние, ехать далеко, вот, и многие эксперты, компатриоты и организаторы все-таки рассчитывали, что конкурс будет проведен, чемпионат в дистанционном формате. Формат чемпионата очный, с соблюдением требуемых норм. Сегодня стартовали работы первого модуля компетенции веб-дизайн и разработка среди юниоров. Участвуют 5 человек – школьники Нерюнгринского района, Горного Улуса и города Якутск. В категории «Молодые профессионалы», которые начнут свою работу с 20 числа, география участников не меньше – Нерюнгри, Вилюйск, Покровск, Якутск. Сегодняшнее задание для юниоров – создать веб-сайт для транспортной компании, осуществляющей пассажирские перевозки. Впереди у ребят еще 3 конкурсных дня и 4 модуля. Каждый модуль проверяет отдельные знания в тех или иных областях, знания тех или иных технологий. То есть, и зная все эти 4 модуля, то есть технологии этих 4 модулей, дети могут полноценно создать свой сайт, то есть работать уже веб-разработчиками. Второй раз за годы проведения WorldSkills в Нерюнгри в чемпионат включена компетенция видеопроизводства. Конкурсные задания здесь включают в себя 2 больших блока. Сегодня участники, молодые профессионалы, находятся на выездном задании, снимают фильм. После монтажа во второй конкурсный день конкурсанты представят свои работы. Помимо этого в колледже проходят соревнования по компетенциям ремонт и обслуживание легковых автомобилей и программные решения для бизнеса. Впереди неделя насыщенных конкурсных заданий, проверки знаний и побед. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сегодня отмечается Крещение Господне, один из самых древних праздников христианской церкви. Событие было установлено в память о крещении Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Якутская епархия в этом году рекомендовала отказаться верующим от организации купелей на водоемах. Вместе с тем освящение воды в храмах будет совершаться повсеместно. К этому часу это все новости. Берегите себя, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.